У кого телефон есть, проверьте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания Ветхого Завета. Остановились мы на книге «Исход». Правда же? Да. Так, кто у нас сегодня уроченный чтец? Джамбул, ты будешь читать? У нас 6 глава. У нас 6 глава, пожалуйста. А книжку она вот. Вот. Мы остановились на 6 главе и подошли к родословию, которое перечисляется здесь. Да, вот с 14 стиха. Значит, почему здесь дается родословие? Джамбул, пожалуйста, начните. Вот прародители их родов. Сыновья Рувима. Рувим – первенец Израиля. Энох, Паллу, Хесрон и Карми. От них пошли роды, правильнее, Рувимовы. Сыновья Симеона, Иемуел, Ямин, Охад, Яхин, Цохар и Саул, сын Хананьянки. От них пошли роды Симеоновы. Значит, о чем идет речь? Здесь идет перечисление отчих домов. Как вы помните, Ревуэн, Рувим, да, греческая транслитерация, это и Симеон, это старшие сыновья. Потом идет Иуда, Леви и так далее. Да? Старший Симеон и кто? Рувим. Вспомните, что сделал Рувим. Опорочил ложе своего отца. Вы вспоминайте книгу «Бытия», да? Точно так же, как и главы родов от Адама до, скажем, потопа, да, до Ноя, их имена, они ведь не просто так давались, и родословие тоже не просто так давалось. Какой был смысл в это заложен? Помните, мы с вами проходили Еноха, Метушелаха. Имена этих людей, они что нам позволяли узнать? Каждое имя характеризовало духовно-нравственное состояние людей. Благодаря этому мы с вами определили в хронологическом порядке, когда началось идолопоклонство, когда возникает у нас культура, зарождение цивилизации, правда же? Охлаждение веры, первые культы. Все это мы с вами узнавали благодаря именам, потому что имена даются людям не просто так. Они даются людям со значением. И уж тем более в Священном Писании перечисление имен — это не просто какие-то там отвлеченные родословные, которые вот они никому не нужны, их решили просто, знаете, записать, как бы от нечего делать. Мы помним, как меняли имена патриархам. Был у нас Авраам, стал Авраам. Да, что означало отец множества народов. Да? У нас меняли имена и Якова, вспомните, да, вспомните Якова. Он становится Израиль. Ты боролся с Богом, будешь побеждать, да, людей. Далее, не меняли имя только кому? Исааку не меняли. Из тех, кого мы с вами проходили, не меняли имя Исааку. Почему? Почему Ицхак так и осталось? Потому что смех. С юмором, да? А смысл все ж таки? Как нарекается имя Исааку? Когда я это засмеялась, она засмеялась. Кто нарекает имя Исааку? Ангел же ему говорит. Сам Господь Бог. Ангел, Да. Сам Господь Бог говорит о том, что родится через год сын, и ему имя будет как? Да, Ицхак. То есть радость, смех. Вот это имя, которое нарекает сам Господь Бог, оно уже не меняется. Все остальные имена, они подвержены изменениям. Авраам, это вот, когда заключается этот завет, да, у нас.
В 15 стихе мы с вами прочли: «И Саул, Шауль, сын Хананьянки». Смотрите, как особо подчеркнуто. Что подчеркивается? Кто такие ханании? Мы с вами говорим. Рядом с ними жили. Совершенно верно. Речь идет не просто о пренебрежении. Прежде всего речь идет об угрозе, которую несут соседние племена. Почему и браки, помните? Но у нас кто женился на хананьянке? У нас Иуда женился, да? Вы же помните, что царское родословие Иисуса Христа, которое мы с вами читаем на праздник Рождества Господа, оно заключает в себе персонажей женщин. И все эти женщины, которые там перечислены, это такие очень своеобразные, специфичные, да, персонажи. Но он не первый открылся, да, но в том числе и хананьянки. Да, в том числе и хананьянки. Речь о чем идет? Речь идет о тех языческих племенах, которые были изгнаны, да, или уничтожены, или ассимилированы, как бы то ни было, на территории Ханани. Но, когда мы говорим о языческих племенах, мы не просто хотим сказать, что это другие племена, что это племена, не имеющие отношения там, к богоизбранному народу. Вы поймите, речь идет не об этносе. Мы не характеристику этноса произносим. Речь идет о чем? Речь идет о вере и, как следствие, спасении всего человеческого рода. Вот что здесь важно. Когда упоминается хананеенка, это не просто там, знаете, вот есть англичане, французы, вот она француженка, он англичанин, или наоборот. Нет, речь совсем не об этом. Когда речь идет о хананеенке, речь идет о гоим, язычниках, то есть исповедающих различные культы, различных богов, не ведающие истинного Бога, который открылся Аврааму. Вот почему здесь достаточно часто в Ветхом Завете это не национализм, это не шовинизм, это религиозная целостность, попытка сохранить откровение в рамках вот этого народа, который является носителем этого откровения, в рамках этого народа, с которым заключен завет, с Авраамом и его потомками. И когда речь идет о Сауле или Шауле, при перечислении особо подчеркивается, смотрите, выводится из Египта Саул, сын Хананьянки. И когда мы читаем родословие Господа Иисуса Христа, мы тоже находим там у бабушки Давида, там у Вооза и прочих, да, мы кого находим? Мы находим блудницу Раав, да, мы находим Фома и так далее, и так далее. То есть речь о чем идет? И язычники имеют участие во спасении. Из Египта помимо израильтян вышли и другие народы. Не только израильтяне покинули. Потому что когда речь идет о спасении, спасение оно не по паспорту, оно не по документу, оно не по принадлежности расовой, национальной или еще какой-то, или по принадлежности к каким-то культам. Это что означает? Что к спасению призваны все без исключения, все народы, населяющие нашу землю. Ну, Павел же язычников спасал. 16 стих, пожалуйста. Вот имена сыновей Левия. А вот теперь переходим к Левию. Почему к Левию? Потому что Они носители. звали Иисуса Христа. Они носители. Нет. Их носители. Мы говорим об исходе. Кто руководитель исхода? Да, совершенно верно. А кто у нас выводит народ? Кто вожди? И брат его Аарон. Они какого у нас происхождения? Конечно, поэтому вполне естественно, что сейчас заостряется внимание на будущее, как вы точно отмечаете, религиозных вождей. Но это в будущем. Сейчас это вожди, потомки Левия, Моше и Аарон. Мы с вами говорили, одному 80 лет, другому 83 года. И естественно необходимо обозначить, кто эти люди, на каком основании они вообще занимаются этим делом. Да? Поэтому дается что? Дается родословное.
Пожалуйста. Вот имена сыновей Левия в порядке старшинства. Гершон, Кехат и Мерари. Левий прожил 137 лет. Да, почти как и его отец, дед, прадед, то есть это вот Мало. почти столько же, сколько Авраам, Исаак, Яков. Дальше. Сыновья Гершона, Левни и Шими со своими родами. Сыновья Кехата, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиел. Да. Кехат прожил 133 года. Да. Сыновья Мерари, Махли и Муши. Таковы роды левитов и в порядке старшинства. Да, вот, пожалуйста, дается родословная, да, кто сколько жил, кто где обитал, кто кому родственник. И, пожалуйста, 20 стих. Амрам взял в жены Йохевет, Да, Йохевед. свою тетку. Так. Она родила ему сыновей, Аарона и Моисея. Ну, кто бы сомневался, что вы не заострим на это внимание? Ну как это? Особенно мы. Как тетку можно взять? Амрам прожил... Вас это удивляет. Нет, не удивляет, что-то слышала. Что... Итак, Авраам взял в жены Йохевед, свою тетку. Больше никого не было? Она родила ему сыновей Аарона и Моше. Единственная женщина. Амрам – это отец Моисея. Моше, Аарона и сестры Марьям. Да? Он прожил 137 лет. Тетка Дода. Тетка Дода. Она не замужняя. Нет, речь не о том. Есть такое слово «дод» в иврите. Когда мы читаем с вами «Песнь песней», то мы видим, это же диалог, да, между девушкой, влюбленной в парня, который его ищет. Когда мы вот это вот лирическое такое, да, повествование наблюдаем, то возлюбленная часто называет своего возлюбленного доди, мой возлюбленный. Словом дод обозначается возлюбленный, но дод это точно так же это и дядя. Период, о котором мы говорим, достаточно распространены были близкородственные браки. Соответственно, речь о чем идет? Речь идет о... Ну, вы напрасно это скептичны, потому что мы дальше посмотрим, эта традиция, она, вот знаете, достаточно долго просуществовала. Да. Итак, возлюбленный любовник, дядя, это все вот дод. Если говорить о традиции, то близкородственные связи были в тех сословиях или классах, которые обладали какими-то особыми, специфичными, имущественными правами. Да? Для чего это делается? Чтобы приумножить. Ну, совершенно верно. Во всяком случае, не преуменьшить. Да? Вот. Поэтому браки заключались в рамках вот того рода или того... И сохранить свой... Простите, сословия, да, совершенно верно. Да, ну закон левераса, кстати, был распространен не только в древности, да, но и на Кавказе. Мы вот наблюдаем у некоторых народов Кавказа то же самое. Давайте посмотрим. У фараонов Древнего Египта были распространены наследственные заболевания. Из-за чего? Причина какая? Совершенно верно. Это то, что мы называем кровосмешением. Вот здесь у нас так называемая главная супруга древнеегипетского фараона Нового царства Эхнатона Аменхотепа, знаменитая Нефертити. Вы ее видите. Да? Ее изображения достаточно распространены. Нефертити, возможно, мы не знаем точно, возможно, дочь вельможи Эйе, сподвижника Эхнатона, впоследствии самого фараона, и брата царицы Тии, его первой супруги.
Соответственно, Нефертити приходилось двоюродной сестре фараону Эхнатону, своему супругу. У Авраама же тоже было? Сара его Да, тоже была сестра? да. По отцу. Ну, отсюда. У египетских фараонов не разрешались никакие браки, кроме внутрисемейных, чтобы, как они говорили, не распылять священную кровь. Совершенно верно. Царица Нефертити носила достаточно высокий головной убор. Для чего? Вы ее, кстати, на разных изображениях так и видите, с достаточно высоким головным убором. Она скрывала яйцевидный череп, который был почти в 2 раза длиннее обычного. Это был вот тот самый дефект, который бывает, возникает в период. Будут разные мутации. Да. Извините, Ее муж Эхнатон обладал так называемым лошадиным лицом. Следующий фараон, вот в 10 году Захи-Хавас, министр культуры Египта, обнародовал результаты исследований, которые прошли в 2007-2009 году и заключались в комбинированном ДНК-анализе, радиологическом исследовании мутаций, после чего пришли к выводу, что Тутанхамон, сын Эхнатона и его неидентифицированной сестры, была выделена его галогруппа. Умер он, известный вам фараон Тутанхамон, мы его тоже часто на слуху слышим, 18 лет и страдал окостенением туловища от середины позвоночника и выше. Не сгибался позвоночник. Чтобы повернуть голову, ему приходилось поворачиваться всем, ну вот вы видите то, что осталось, ему приходилось поворачиваться всем лицом, всем корпусом. Далее о близкородственных связях мы можем говорить и в Европе. Да, известный королевский дом Габсбургов. Это не до нашей эры, друзья мои, это наша эра. Дом правил от Австрии до Испании. Это все браки заключались между двоюродными братьями и сестрами, дядями и племянницами. Это было нормой, а не исключением. Король Испании Филипп II был женат на дочери своей родной сестры. Что получается? Дочь родной сестры это кто? Тот же самый Дод, тот же самый дядя, которого мы читаем за 2000 лет до Рождества Христова. Но это наше время. Ну это уже христианство вроде бы. Но это не только уже и не только вроде бы. Их не касалось это? Его правнук, вот этого самого Филиппа II, который женился на своей племяннице, король Карл II, страдал физической и умственной неполноценностью, вы его наблюдаете. Скончался он в 38 лет. Ну вот, перед вами. Потомства не оставил. Фамильным признаком рода Габсбургов была уродливая нижняя челюсть. Вы это тоже можете наблюдать. Сегодня это тоже рассматривается как признак вырождения. Это Карл II Безумный перед вами. Последний представитель на этом заглохлой династии Габсбургов в Испании. Вот. Кого мы еще знаем? Знаете, есть такая болезнь гемофилия. Да, она передавалась по наследству, да, по материнской, да, линии, насколько я помню. А проявлялась У мальчика. совершенно верно. Ну, вы совершенно, да. Вы очень хорошо осведомлены. А кто у нас страдал? Многие представители королевских домов, да. Вот это у нас кто? Это Кобург. Романов? Да, Ганноверская династия. Нет, речь не о Романах. Речь от Ганноверской династии Кобурги. 1894 год. В центре кого вы наблюдаете? Вот это королева Виктория. Знаменитая королева Виктория, по имени которой названа целая эпоха в истории Европы, да? Викторианская эпоха. А это ее многочисленные внуки, внучки, дети и так далее. Она была бабушкой всех известных королей и королев. Да, вот
XIX и XX веков. Значит, рядом с ней сидит, да, кто сидит? Ее дочь Вики со своей внучкой Фео. Шарлотта, мать, стоит правее центра, третья вот справа, вы можете посмотреть. Справа от своего дяди принца Уэльского, да. Ее внук кайзер Вильгельм, вы его можете наблюдать. Непосредственно за ним цесаревич Николай. Вот вы видите, кто такой цесаревич Николай? Он двоюродный брат. Цесаревич Николай совершенно верно. Это брат Вильгельма и тоже внук Виктории. Безусловно. Александрович. А рядом с ним кто вот это? Это урожденная Алиса Гессен-Гадамштадтская, она же Александра Федоровна, будущая супруга, внучка королевы Виктории. Николай II, двоюродный брат английского короля Георга V. Их матери Дагмара и Александра датские родные сестры. При этом Георг V, сын Эдуарда VII и внук королевы Виктории, Алиса, жена Николая II, тоже внучка королевы Виктории, дочь Алисы Великобританской. То есть Георг V, да, вот этот Георг V, и жена Николая, вот, которая стоит, двоюродные брат и сестра. Николай II сын двоюродной тетки своей жены по линии отца. Александра Федоровна четвероюродная тетка и троюродная сестра Николая II одновременно. И тетка, и сестра. Это все одна фамилия. Это все один род. Но королевский род в Европе. Там не важно, какие страны. Франция, или Британия, или Австрия, или Германия, или... и так далее. Да, это кто у нас? А кто из них Георг, а кто из них Николай? Сможете? Ну, они похожи, да, они похожи. Слева похожи. Да, вот надпись, она вот внизу как раз показывает, кто из них кто. Георг, будущий Георг V, да, уэльский принц Джордж и Николай. Царь. Да, будущий царь. Но это действительно родственники. Вот, пожалуйста. Да, не надо, не надо. Сейчас мы закончим, давайте еще дальше. Кого мы еще знаем, достаточно знаменитых отпрысков, вот, близкородственных браков? У нас В мире, в мире. Да, ну, это... Во Ближнем Востоке, по-моему, да? Да, вот это вот кто перед нами? Не знаю. Это Алоис и Клара. Алоис и Клара, родители. Адольф Гитлер, который сам очень ярко порицал кровосмешение, был плодом брака своего отца и жены. Да, вот они. Приходившимся ему одновременно дочерью двоюродной сестры. То есть все то же самое. Дядя. Дочь двоюродной сестры, Клара. Ее муж. Племянница родного мужа Алоиса. На 23 года была моложе своего супруга. И даже, говорят, по детской привычке звала ее дядя Алоис. Да. Из 6 детей выжило только 2. Адольф и Паула. Вот. Так что, как бы, думать о том, что это вот было в далекой древности, и от нас какими-то веками, да, вот, или там, какими-то... Это совершенно верно, это не норма, но это достаточно распространено, как вы видите. Скажите, а вот эти вот сейчас вот английская королева, в смысле, это сейчас, как ее? Ну вот речь шла о Георгии, затем сыне Эдуарде VII, это перед нами дочь. Сейчас ее сын, как ее, которую... Карл или Чарльз. А? Карл, Чарльз. Чарльз. Ну, у них у всех челюсти какие. Вот
рассказывали про Египет, но один в один получилось. Откуда у них такие чипсы? Ну, вы знаете, я не проводил ДНК-анализ, тут я уже, мне уже сложно как бы говорить. Это германская династия, это немцы, германская династия, которую правят вот во многих королевствах. Да, они все немцы. Ну, это все Саксен-Кобургская династия, то есть королеву Викторию вы видите. Во время революции они взяли наименование Виндзорская династия, но по той же самой причине, по которой в России, вы помните, был переименован Петербург в Петроград. То есть немцы воевали с англичанами, и потому называться немцами королевской династии, конечно, уже нельзя было, они взяли по наименованию замка. Виндзорская династия. Хотя это та самая Саксен-Кобургская династия, это Виндзорская. Да, давайте мы теперь перейдем к 7 главе, поскольку здесь у нас уже мы закончили, и вот с 1 стиха. И сказал ему Господь: я сделаю так, что ты будешь для фараона Богом, а твой брат Аарон будет твоим пророком. Ты возвещаешь, что я тебе повелю, а твой брат Аарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов Израилевых из своей страны. Да, спасибо. Что у нас происходит? Вайомер Адонай эль Моше рен татиха элохим ле паро ве Аарон ахих Адонай верха. Что это такое? И сказал Господь: я сделаю, что ты будешь для фараона Богом. Представьте себе, да? Ты станешь для фараона Богом. Это Моисей. А твой брат Аарон станет кем? Пророком. Моисей говорит. То есть, ну смотрите, у нас два представителя народа, которые находятся в рабстве. Мы не забываем о их социальном статусе. Это рабы. Моше приходит к своему народу, говорит о выходе. Вначале все воодушевляются, собираются, соглашаются с ним. Но затем, когда фараон ужесточает условия труда, мы с вами об этом говорили, что происходит? Совершенно верно. То есть Моисей не слушает его собственный народ. Он на это жалуется. Да? А сам фараон и все представители этой государственной власти Египта, они ополчились на евреев за что? У них много свободного времени, они хотят еще и религиозные праздники отправлять, загрузить их работой. Ну, загрузили. Вопль, стон поднялся. Ну, как мы в обиходе выражаемся, все плохо. То есть никакого выхода нет. И эту затею, как глупую, нужно оставить. Если бы освобождение от египетского рабства было бы просто социальным явлением, то оно должно было бы назреть. Да? Либо война, либо социально-экономические катаклизмы, еще что-то должно было произойти. Ничего такого нет. Египет находится на пике своего могущества. Никто не нападает. И вдруг какие-то рабы решили покинуть. Но это абсурд, мы с вами говорили. Так не бывает. Так не бывает с точки зрения чего? Совершенно верно. Человеческого взгляда на историю. Но ведь тут вмешивается сам Господь. И Он произносит слова, и Он заставляет, подвигает, подводит делать те дела, которые человек в нормальных условиях делать не должен. Он говорит: я сделаю тебя Богом фараона. Вы вслушайтесь в это. Фараон, сын Бога Ра, Бог Египта. Они же обожествляли свои должности. Конечно. То есть это не просто высокое помазание, как в более поздний период, да, или там происхождение от богов, как в эллинской, да, или римской мифологии. Нет. Это живое воплощение Бога Ра. Это сам Бог. Что говорит Господь Моисею, рабу, который еще совершил преступление, и над ним мы говорили, висит еще и уголовное дело по убийству египтянина. Да? Он говорит: ты будешь Богом фараона, а Аарон будет твоим пророком. Все переворачивается с ног на голову. Здесь нет никакой последовательности исторической. Здесь фабула как бы не развивается сама по себе, сюжетная линия, вот мы видим, что вот складываются, да, какие-то обстоятельства, ничего нет. Господь говорит: ты будешь Богом фараона. Все,
Тут не стоит вопрос «почему?». Потому что Бог есть, мы говорили, существующий в собственном смысле слова. Так не должно быть, но так будет, потому что так хочет Господь. Это тоже абсурд, правда же? То есть, смотрите, тебя отринули свои, все плохо с точки зрения жизни в этом Египте, да? Тут государственные гонения уже начинаются, а ты будешь богом фараона. Но так не бывает. Но это произойдет. Так. Второй стих еще раз, пожалуйста. Ты возвещай, что я тебе повелю, а твой брат Аарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов Израилевых из своей страны. Да. Глагол цара приказывай, повелевай, получать приказ, повеление. Смотрите, у пророка нет никакой отсебятины. Это не то, что он там чем-то вдохновился, что-то там прочитал, увидел, кто-то ему что-то сказал, ничего такого. То есть, да, здесь вмешательство в этот ход истории Господа такой прямой, непосредственный. Да? Ты получишь, и это передавай, и это возвещай. Кому передавай? Тому, для кого ты будешь Богом. Мало ли что фараон думает о себе. Мало ли что египтяне думают о своем фараоне. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Их религиозные взгляды, их политический или экономический уклад, это, как говорится, их проблема. Это не твоя проблема. Тебе не нужно об этом думать, потому что вмешивается сам Господь. Ты только принимай и возвещай. В Новом Завете мы с вами читаем: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движены Духом Святым. То есть пророческое служение, оно не может быть проснулся утром, они напророчествовали мне на сегодня, да? С вашего разрешения здесь. Чтобы вам было видно. Вот. Пророчество никогда не было, это греческий текст, произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. После грехопадения человеческая природа, мы с вами говорим, она не просто изменилась. Меняться можно в лучшую или в худшую сторону. С ней она повреждена. Она болезненна. Почему? Болезнь, страдания и смерть – это основной удел человека. Человеческая жизнь, она вся этим переплетена. И естественно, что страдания, болезни и сама смерть, они давлеют над человеком. То есть поведение человека, мысли человека и сама жизнь человека обусловлена этими факторами. Хочет человек этого, не хочет, это не от него зависит. Совершенно верно. Страдания, болезни и смерть – это то, что обусловило человеческую жизнь. А они являются результатом чего? Греха. То есть человеческая природа – это не первозданная природа Адама в раю. Человеческая природа удобопреклонна к греху. Если есть возможность не согрешить и согрешить, человек всегда выбирает грех. Да. Если человеку дается право выбора, он всегда выберет. Совершенно верно. Всегда. Всегда человек по природе удобопреклонен. Вот по своей натуре, если говорить о натуре человека. Ага. Вот мы сейчас говорим о натуральном состоянии, мы не говорим о благодати. Он не такой, например. Да. Вот в чем
в чем заключается отличие христианства от всех других религий? Во всех религиях этого мира, этого земного шара, натуральное состояние человека не является чем-то ненормальным. Правда же? Нет ни в какой религии катастрофы грехопадения. Ну, мировые вы возьмите, не мировые, отдельных народов, культы. Нигде нет катастрофы грехопадения. Катастрофы грехопадения, понятие поврежденности человеческой природы, радикальной, кардинальной, нет. И найдите ее. Ее нет. И только христианство. А почему? Потому что, вы меня, конечно, простите, но между нами христианами, да? Человек или природа может признать, что она ненормальна? Сама себя? Конечно. Сказать, что? Я ненормальный. О самих себе? Конечно, нет. Конечно, нет. Просто так нет. Поэтому и покаяние не может быть полным. Потому что кто должен себя обнаружить? Вы что, вы хотите, чтобы грех сам себя обнаружил? Вы хотите, чтобы... Мы в чем каемся? Что-то хотели, не получилось. Вот. Что-то помешало. И какие-то страшные последствия. Вот страшные последствия, они всегда являются чем? Вот они сподвигают к покаянию. А кто будет? Лжеименный разум будет сам себя обличать. Сердце полное страстей. Какое у человека сердце? В сердце исходят помыслы. Какие? Прелюбодеяние, любодеяние, татьба. Понимаете, что еще исходит? Вот воровство, убийство. Ну не было бы всего этого, если бы человек в себе не нес. Ну не было. Мы бы все социальные внешние факторы убрали бы, и человек стал хорошим. Но мы же с вами говорим, что это невозможно, потому что мы на протяжении всей человеческой истории это наблюдаем. Более того, если мы критично посмотрим на собственную жизнь, как это говорим мы от юности моей я, мнози борют мя страсти. Это царь Давид анализирует, да? То есть, а что нужно для того, чтобы вот так адекватно на себя посмотреть? Своим умом, своим сердцем, своей волей, сам я могу это сделать, сам дать себе оценку. Ну, извините, царь Давид, наверное, дал себе оценку после убийства своего соперника. Да, мы всегда ссылаемся, безусловно, мы всегда ссылаемся на социальный фактор. Безусловно, есть внешний фактор, который подвигает. Это наш с вами опыт. Но Давида он не сам. Это пророк Нафан к нему пришел и заставил его покаяться. Но вы говорите об одном 50-м псалме. Но царь Давид, он ведь не остановился на одном 50-м псалме. Сколько псалмов? Да, то есть он как-то не один день вдруг испытал какое-то чувство. То есть он... Вы понимаете, это творчество, смотрите, когда он совершенно молодой убегает от Саула, помните? Он пишет псалмы, да, он поет и восхваляет Господа. Когда он старый и тоже избавляется, то же самое. Когда у него печали, там избили его детей. Да, то есть речь идет, о чем идет? Речь идет не о царе Давиде, друзья. Речь идет о царе Давиде, пророке, подвигаемым. Еще раз повторим, никогда пророчества не было. Почему об этом говорит Священное Писание? По воле человеческой. Только не потому, что там царя Давида. А кто обличил пророка Давида? Пророк Натан. Ну а пророк Натан кем был послан? Ну вы понимаете, да, что речь идет не о том, что существовал какой-то кодекс, все на него смотрели и говорили, а вот царь согрешил, сейчас я пойду его обличу. То есть вот у них в Конституции было прописано. В Израиле до сих пор нет Конституции, и никогда не было. Ну, живут как-то люди, да? То есть речь не о кодексе. Речь о том, что пророчество – это действие под влиянием Святого Духа. И никак иначе, и никогда иначе. Так, 3 стих.
Я заставлю фараона упорствовать. Я явлю в Египте множество чудес и знамений. Но фараон не станет вас слушать. И вот тогда я заставлю Египет познать всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мое воинство, мой народ, сынов Израиля. Да, спасибо. Но смотрите, то же самое. То же самое. Вот мы говорим, здесь глагол каша, да, быть трудным, тяжелым. Опять его сердце тяжелое. О чем мы говорили? Мы уже говорили с вами о том, ну как это Бог, да, сделает фараона, ужесточит его сердце, он их не отпустит, а потом, значит, силой выведет. Ну как бы, что за игра, да, такая? Мы с вами говорили о том, что когда у человека становится тяжелым или упругим сердце, твердым, упругим, тяжелым. Нет, друзья мои, нет. Вот здесь греческое слово склирино, твердое, упругое. Здесь в Септуагинте и в еврейском тексте одни и те же слова, смотрите, одни и те же слова. Когда Бог оставляет в натуральном состоянии, когда голос совести не будет говорить, в своем натуральном состоянии самообожествления. Вы представьте, о ком мы говорим-то? Фараон это кто? Бог, Бог, которого не сограждане египтяне, они кто? Они рабы, он божество. А теперь представьте, как самосознание человека, как выглядит. Можно вопрос? А вот сами фараоны, они осознавали, что они не боги, я так понимаю? Вот об этом... До такой степени, что он же знал, что высшая сила есть, но просто народу показывал. Вот о чем речь идет. Вот почему вот здесь постоянно идет эта перекличка. Вот об этом как раз и речь идет. Самообожествление. Самообожествление – это разве проблема египетских фараонов? Это человеческая проблема. Ну, конечно, это не человеческая, это наша проблема. Друзья мои, самообожествление коренится в самости. Я сам произнесли Адама и Ева в раю, в лицо Богу. Сорвем, говорит им дьявол, сорвите вот этот плод, ну, сделайте там какую-то медицинскую, академическую, не знаю, какую-то там кулинарную, да, какое-то действие, сорвите, что-то сделайте, неважно, какое-то дело, некий бизнес, да, что-то сделайте, не имеет значения что, и вы станете как боги. Вы слышите шепотник, что дьявол, клеветник, да, он шепчет, что он шепчет? Вы станете как боги, но Бог вам не нужен. Вы что-то для этого сделаете. И когда Ева, мы с вами говорили, соглашается сначала внутри себя, потом с ней что-то начинает происходить. Вот связь с Богом прекращается, она плод не ела, он прекрасный, вкусный, сладкий. Спрашивается, с чего он вдруг стал сладким, вкусным, если ты не пробовал? А это уже законы маркетинга, рекламы, красочной рекламы. Да, вот первый пример рекламы. Сделайте, а он говорит, это вам необходимо. Ну что здесь, мотивация есть? Побуждение? Ну все, что в маркетинге необходимо. И красочная картинка. Станете как боги. Так вот эта самость, продукт разрыва с Богом, связи с Богом, мы ее ведь несем до сих пор в себе. А отсюда самообожествление. Я сам по себе. Ну смотрите, все, чего я достиг в жизни благодаря кому? Мне. Моя работа – это плод чьих трудов? Моих рук. Мой достаток моей семьи – это продукт чего? Моей деятельности. А что, разве не так? Ну, положите руку на сердце, разве не так? Вот это и есть отдельные фрагменты или сегменты этой самой самости. Я сам, за исключением преступления. Мы с вами часто приводим это пример. Когда ваза у ребенка разбивается, он произносит «разбилася». Это ее действие. Точно так же и у нас. В жизни что-то происходит, произошлося. Вот,
То есть это не продукт моей деятельности. Нет, что вы. Это вот стечение, простите, внешних обстоятельств. Никто же внутренней причинно-следственной связи не видит. Никто же не смотрит на себя как на последователей, там, простите, потомка Адама, все поколения которого страдали от грехов. Мы с вами говорили, да? И Авраам, и Исаак, и Иаков, и Енох, и дети Иакова. Вы посмотрите, сколько там, да, всего происходит. В нашей жизни, если мы внимательно посмотрим, сколько всего происходит, как последствия первородного греха. Личные наши грехи. И вот речь идет о том, что когда мы делегируем кому-то власть, мы делегируем вот эту самую самость, только в превосходной степени. Фараон – Бог. Египет от чего зависел? От Нила. Да? Нил поднимался, опускался, вот плодородие зависело от этого. Фараон писал приказ, когда Нилу подняться. Жрецы ему давали время, когда, да, вот. Но для народа, народ-то ему делегировал эти божественные свойства. Вот он выходил, этот приказ бросался в Нил, да, и все с этого месяца Нил поднимался по приказу Бога фараона, парома. А что, вы не знали это, что солнце всходит и заходит по велению моему? Вы что, не знаете, что власть это всегда, у нее границ нет. Это сейчас люди, чаще всего в постхристианских странах, научились выстраивать какие-то системы сдержек и противовесов. А это, ну, закон современный, да? А это сдержки и противовес чего? Человеческой самости, для которой нет границ. Пустите человека жить по его природе. Крылья вырастут сразу. Да, вы увидите, какие крылья, какие когти, какие хвосты, да, и какие копыта появятся. Да? То есть это нормальное состояние. Это нормальное состояние. Отобрать – это нормальное состояние. Принудить – это и есть натура. Это и есть человеческая натура. Почему это вы так говорите, что это получается 80% такой натуры? Ну, это не Нет, нет, я полностью отрицаю 100% этой натуры. Круглые 100%. Все остальное это то, что мы называем культурой. Все то, что сдерживает в процессе формирования. Если идею Руссо, табула раса, там, с чистого листа воплотить, у вас получится животное. Маугли не обладает ни благородством. Ну, Редьярд Киплинг мог, наверное, написать, да, поместите человека в среду некультурную. Вы получите кого? Вот то же самое, что у нас питомники. Поместите человека в животную среду. Вы что, у вас там шекспировские сонеты в джунглях появятся? Вы себе представляете, что с человеком происходит, когда он вне культурной среды формирования вот нашей цивилизации? Вырастает животное, движимое чем? Инстинктами. Какими? Ну, конечно, конечно. Нет, ну вам будет там цитировать Мольера и так далее. Это натура. А все остальное это формирование этой самой натуры. Табула раса это животное, друзья мои. И этому, ну, посмотрите вокруг. Для этого не надо никуда бежать. Когда вы видите что-то нехорошее, вы всегда говорите воспитание. А что такое воспитание? Это же формирование. Мы всегда на что грешим, когда что-то режет наш слух или взгляд? Мы грешим на кого? На родителей. Так, о чем речь? Речь о формировании. Почему? Потому что нечто было животное, и что-то животное осталось. Скажите, пожалуйста, разве Господь Бог Адама создал совсем живым? Это он поступился. И потом превратился, получается, в животное. Но создал-то он его как величайшее из всех своих. Да, катастрофа в этом и заключена. В этом и заключена катастрофа. Вот она в этом и заключена. Конечно, мы говорим после падения. Конечно. Животным он не услышит Господа Иисуса Христа. Он 50 на 50, поэтому услышит он эти слова. Как он может быть полностью животным? Вот сейчас, в этот самый момент, я вас попрошу,
как и всех нас, задать себе вопрос, кто в вас протестует? Нет, подождите. Не надо говорить, не надо говорить, не отождествляйте себя с этим. Кто в вас сейчас возмущается? Возмущается Гордость наша, да? та самая природа, которая говорит, да вы что, это я-то нет. Потому что значит человек 50/50? Я 50/50. Что значит человек? Друзья мои, вы думаете, мне легко это говорить? Вы думаете, что моя природа не противится? Вы думаете, что мой ум этому не противится? Но потому мы и говорим о религии откровения, что не сами заметили за собой, а Господь открыл. Христианство – это не натуральная религия. Она не исходит из того, что там предки передавали потомкам, наблюдая окружающую среду. Это религия откровения, это голос Бога. Он показывает закон, параметры, да? Вот для этого дается закон. Посмотрите сами, соответствуем мы хотя бы 90/10 этим параметрам и предписаниям. Соответствуем или нет? Каждый сам на себя. И не ассоциируйте себя с тем, кто в вас протестует. Не надо себя с этим ассоциировать. Попытайтесь посмотреть, но не ассоциируйте, потому что то, что в нас сидит, оно очень сильно. Оно очень сильно. Так, теперь что касается 50-го псалма. Есть 50-й псалом. Он говорит: Лев тагор бра лилохим веруах нахон хадеш бекерби. Сердце чисто созижди во мне, говорит царь Давид, Господи, и дух прав обнови во утробе моей. Что, Давид не мог сделать вот так? Сейчас помолюсь, сейчас попощусь, сейчас как вот, и все будет хорошо, и будет хэппи-энд. Что Давид не мог этого сделать? Смотрите, о чем он молится. Сердце, лев, тагор, бара. Сердце чистое, новое, и глагол бара. Посмотрите, вот он красным указан. Бара. Где мы с вами глагол бара встречаем? Вспомните. Глагол бара, где мы с вами встречаем? Глагол бара в Священном Писании. Берешит бара Элохим вет гаарец. Создал Бог небо и землю. То есть книга Бытие начинается со слова «берешит». Да, совершенно верно. Сотворил Бог небо и землю. Из чего? Из чего? Мир творится из чего? Мир творится не из ничего, потому что вначале ничего не было. Творение мира – это творческое действие Бога. Глагол бара говорит о том, что творится, есть слово аса, глагол, это делать, да, делать. Ну, делаем мы что-то всегда, что-то имея под рукой, подручное, да. Какие-то дела мы делаем, исходя из каких-то материалов. Но чтобы показать, что вначале ничего нет и творится и не из ничего, не существует ни космоса, ни Вселенной, ни мироздания, ничего, используется глагол бара. Второй раз использует после сотворения человеческой души, второй раз, то есть третий раз уже используется глагол бара, когда молится царь Давид. То есть вот это сердце, которое бы не было бы сердцем, уничтоженным первородным грехом, вообще грехом. Вот этот дух, который был бы прав, царь Давид просит сделать из чего? Благодаря чему? Не из ничего. Сотвори заново мое сердце, молится он, и мы с вами в 50-м псалме. Сердце чисто созижди не из ничего, потому что нет ничего, благодаря чему оно должно быть чистым.
Я ничего не сделал для того, чтобы оно должно было быть чистым. Вот в чем смысл. Дух правый не потому, что я прав, потому что я не прав. Я всегда не прав, поэтому я молюсь. Господи, только Ты можешь обновить это сердце, сделать его новым. Только Ты, никто не может на земле. Я это уже вижу. Ни в каком народе, никакими кудесническими делами, никаким волхвованием, да, никто не может. Только Ты можешь. И правым я перед Тобой не могу быть. Я, конечно, так думаю, но это самообожествление. Самообожествление, которое толкает меня внутри моей страсти. А о чем речь идет? Дух прав – это то, что ты во мне сделаешь. Христианство, в отличие от всех остальных религий, оно не говорит о том, что я сделаю. Но мы же всегда говорим об этом, да? Бог говорит, когда приносятся эти у пророка Иеремии, Иезекииля эти жертвы, мне тошнит от ваших жертв, не мои ли это животные? Ну что вы прям со своими жертвоприношениями, подвигами и все прочее, слушайте, это все мое. Что Господь хочет? Сердце сокрушенное. Почему сердце должно быть сокрушенное? Ну не о сердце, не о кардии же речь идет, да? Не об инфаркте, не об ишемической болезни. Что должно сокрушиться? Покаяние, грех. Тот, кто сокрушаться не хочет и всячески этому противится. А кто в нас противится? Это тот старый дух. Это не новый, который Господь обновляет. Это то старое костное сердце. Костное сердце, которое мы носим и лелеем. Потому что у него инстинкт самосохранения, она не хочет терять. Скажите, пожалуйста, вот Господь говорит, что нельзя, ну, в смысле, не нужно мне ваше жертвоприношение, сокрушенное сердце. А почему тогда Моисею были даны заповеди вот этих быков, тому ритуал этот оставался все-таки? Но для меня это было непонятно в Старом Завете. Очень серьезный вопрос. Вот, кстати, для того, чтобы понять, вот для того, чтобы понять, мы с вами не можем, мы с вами не сможем, я понимаю, мы с вами не сможем перепрыгивать эти темы. Вот для того, чтобы понять, все-таки нужно последовательное восприятие. Мы же с вами говорим, слушайте, Господь пророка Моисея готовил к пророческому служению, мы с вами скакать точно не сможем. Вы поймите, когда речь идет о Ветхом Завете, как таковом, мы говорим, что Ветхий Завет это что? Тень будущих благ. Мы с вами говорили, что есть понятие аллегории, есть понятие метафоры, когда только начинали, да? Ветхий Завет, мы с вами на прошлой лекции говорили, это педагог, который водил ребенка до Христа. Помните? До Христа водил. А зачем ребенка водить до Христа? Вообще, зачем ребенка водить, пока он ребенок? Чтобы он уже фундамент это заложил. Конечно, безусловно. А что мы должны закладывать? Ребенку мы что, рассказываем о высоких идеях? Нет. Ребенку мы говорим о правилах поведения. Потому что мы закладываем вначале какие? Да? Совершенно верно. Что такое жертвоприношение? Мы с вами об этом говорили уже не раз. Это заместительная жертва за что? За грех. Почему? Потребность же, она же отсюда исходит, потребность жертвоприношения. Человек совершает грех, у него дискомфорт душевный. Что он должен сделать? А избавиться от греха он может? Нет, еще Христа нет. Еще Христа нет. Значит что? Идет регламентация заместительной жертвы. Это и есть закон. Закон свят почему? Он говорит, каким ты должен быть. Может он тебя исправить и изменить? Закон, у него не исправление, у него тюрьма, да, это место заключения. Но она не исправляет. Оно тебя от греха отделяет. Все. Но как закон отделяет? Внешне. Внешне, это внешняя деятельность. Ритуал – это внешняя деятельность. Жертва – это внешняя деятельность. Но при этом Господь ставит определенную планку закона. Да? Какую?
Сердце чистое. Сердце чистое, сердце сокрушенное, милосердие, как он говорит, не жертвы хочу, а милости, да? Познаете, что это. То есть, что нужно понять? Нужно понять, что формальный подход, ну, как это объяснить? Ну, как с лекарствами, да? Вот есть таблетка, которая тебе поможет. Вот нет такой таблетки, которая тебе поможет. Это не значит, что если ты сделаешь там надрез на шкуре животного, правильно ее снимешь, вот все, ты будешь чист, свят, благополучен и так далее. Не произойдет. Здесь нет такой причинно-следственной связи. Здесь иная причинно-следственная связь. Это прообраз жертвы, которая должна раз и навсегда положить конец греху. Какой жертвы? Христа. Христа. Речь идет о жертвоприношении, которое было конечным. А все вот эти вот животные жертвоприношения, так мы же сами что вспоминаем-то? А раньше-то они были вообще человеческими. Да? То есть вы понимаете, что значит педагогика? Что значит этапы? Если все это рассказать Моисею, вот, да, просто вот натуральному человеку, вот просто человек, не пророк, которого Господь постоянно призывает на служение, а просто человек, которого Иофора пас животных. И, конечно, приносил жертвы животных на все праздники, безусловно. 40 лет занимался этим. То что он нам скажет? Да ничего не скажет, он просто не поймет, о чем идет речь. Мы не понимаем. Наша природа противится. Вы хотите, чтобы в Ветхом Завете? Так, Ветхий Завет — это понятие не хронологическое. Это понятие состояния. Это не значит, что вот 2000 лет назад что-то, а что мы сейчас не в Ветхом Завете живем. Вы смотрите, чем мы руководствуемся. Мы друг друга чем пикируем? Законом. Ты нарушил, нет, ты нарушил. Ты нарушил, нет, ты нарушил. Вот чем мы занимаемся. Мы воду в супе толчем, понимаете? Мы ничего не исправляем. Процесса продвижения вперед нет. Почему? Потому что мы в Ветхом Завете. Мы говорим, все должны выполнять закон. А наше внутри сердце говорит, все, кроме меня. Вот о чем идет речь. Так, что касается Христа. Христос говорит, «Се творю все новое» в Новом Завете. О чем идет речь? О чем новом идет речь? Он исправляет человеческую природу в самом себе. Он делает нас сопричастниками этой новизны, этого нового тела, этой новой природы, этой новой жизни. Мы как это называем? Обожение. Вот что человек утерял в Эдеме. Вот что во 100 крат он приобретает во Христе. И среди прочего, конечно, сердце. Ну, еще раз, речь не об органе, а речь о том, что внутри нас. Вот почему. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света», сказал Иисус. Отошел и скрылся от них. Они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Исаия, пророк, говорит. Кому открылась мышца, то есть сила Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепили глаза свои, и окаменело сердце свое, и не видят глазами, не разумеют сердцем. Ну вы же помните эти слова. Ушами слушаете, а не слышите. Глазами смотрите, а не видите. Почему? Не потому, что вам это непонятно. Речь не об интеллекте. Речь не о рациональном мышлении. Сердце ваше окаменело, костное оно. Народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое. Вот это мы сами сделали. Да не видят глазами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Но вот смотрите, что говорит Иоанн Кронштадтский. Это уже 20 век. Бывает вместе со скорбью и теснотой новое искушение, окаменение, одеревенение, нечувствительность сердца.
ко всему истинному, доброму и святому. Весь бываешь как камень, как колода, без веры, без способности молиться, без надежды на Божие милосердие, без любви. Как тяжело быть камнем или деревом без веры и любви, будучи созданным в вере, чувствовать, надеяться, любить. Вот о чем вы говорите. Созданы-то да. Созданы-то да для этого, но превратились-то в камень. И это надо терпеть. И в терпении молиться, чтобы Господь отвалил. Кто? Еще раз повторимся. Чтобы Господь отвалил камень нечувствия от дверей гроба сердца нашего. Это какой образ? Образ Пасхи, помните? Чтобы отнял от нас сердце каменное и дал плотяное, живое, которое бьется, которое к истине открыто воспринимает ее. Это показывает присутствие в нашем сердце дьявола, говорит праведный Иоанн Кронштадтский, который насильно, заняв собой при нашем маловерии сердце наше. Вы слышите? Кто занимает сердце? Почему сердце становится источником злых помышлений? При нашем маловерии сердце наше отталкивает от него всякую добрую мысль, не допуская ей ложиться на сердце, отрывает веру всякую, всякое доброе чувство и делает человека тяжким для самого себя. Что это состояние никому не знакомо? Это подлинно бывает с людьми. Да ведают же они, что это значит, говорит преподобный Иоанн. Для чего он это все писал-то? Да ведаем мы, что все это значит и от чего это исходит. 4 стих, пожалуйста. Но фараон не станет вас слушать, и вот тогда я заставлю Египет познать всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мое воинство, мой народ, сынов Израилевых. Страшны мои кары. Да. То есть, смотрите, фараон не станет слушать, теперь понятно почему. Я его оставляю, у него тяжелое сердце. Почему? Кто сидит в этом сердце? Кто сидит в этом сердце? Один товарищ. Совершенно верно. Сидит товарищ. Когда Господь оставляет человека, он уверяется в собственных силах. Он уверен в собственной правоте, прежде всего. То есть сердце у него стало каменным. Фараон, безусловно, останется каменносердечным, да, говорит Господь Моисею. И он вас не станет слушать. Вот это тот самый процесс, когда сердце каменное, лё шама, не слышит. Не слышит, сердце каменное. Тогда я заставлю познать тяжесть моей руки. Я выведу из Египта мое воинство. Вот здесь цава, да? Слово цава. Армия, войско, воинство, но есть и другое значение этого слова. Служение, служба, военная, религиозная. Служащих мне выведу. Египет — это уже образ чего? Ада. Выведу служащих мне, говорит Господь, из Египта. Мой народ, Ами, который я создал, с которым у меня завет, этот народ выведу. Мое воинство, кого? Сынов Израилевых, это наименование. Ну, страшны мои кары. О чем идет речь? Речь идет Пишфаим Гдулим, Шефет. В переводе означает суд, наказание, казнь. Страшны мои кары, казни. О каких казнях идет речь? О 10 казнях египетских. Совершенно верно. Страшны мои казни, Господь предупреждает о том, какого рода действия будут подвигать окостенелого сердцем человека и египтян в целом. Но то же самое же происходит и у нас, да? Ну, вы помните это, да? Вот
детская, как она прибаутка звучит? Ежик, птица ленивая, пока не пнешь, не полетит. Это человеческая природа, друзья мои. Мы с вами говорили, помните о высказывании Льюиса? Вначале Господь говорит с человеческой душой шепотом любви. А когда вот не слышит, тогда молотом страданий. Помните это высказывание? Да, оно достаточно красиво, красочно, его все цитируют. Вот. Это вот высказывание христианского апологета 20 века, который как раз об этом и говорит. Когда сердце костное, человека подвигать на какие-то дела, которые, ну, если Господь подвигает, то это, конечно, добродетели, да? Ну, такие обстоятельства, которые очень нам кажутся жестокими. Мы же не задумываемся, почему они происходят. Мы смотрим только на сам происшедший факт. Мы же корни, причины, как мы их... Вот. Нам причинно-следственная связь нужна какая? Что-то плохое подвигло что-то плохое, а мы всегда пострадавшие. Правда же? Мы же всегда пострадавшие. Так нам внутри наш голос и говорит. Мы всегда пострадавшие. Вот. Об этом Господь и говорит. Вот этот суд или это наказание, экдикиси мегали, это на греческом септуагинте, наказание мщением великим громким я выведу, я заставлю. То есть вот эти внешние наказания, казни, они же являются и справедливыми. Смотрите, шеф, это и суд, и казнь. Это справедливо, друзья. Это справедливо. Мы этого не видим, потому что наш глаз этого не захочет никогда увидеть. Но наказание, оно справедливо. Оно не бывает так, ах, почему? Я не винен? И так далее. Нет, оно всегда, одним словом, оно всегда имеет подоплеку, костное сердце. 5 стих, пожалуйста. Да, ну и казни какие? Чем он их, кстати? Саранча, лягушки, болезни. Вначале вода в кровь, потом эти жабы полезли, да? Потом из-за них жабы там гнить начали, эти мушки, мошки, там все прочее. Пёсьи мухи, да, они жалят людей, скот. Потом скот гибнет весь. Потом что происходит? Тьма египетская над всей землей, то есть уже не дается. И вот, наконец, то, что вы говорите, саранча и первенцем, да, то есть погибали люди. 5 стих, пожалуйста. Под тяжестью руки моей узнают египтяне, кто такой Господь, и я уведу сынов Израилевых из-под их власти. Да. Ну вот, то есть он что сделает, Ната, да? Он протянет руку, прострет руку. Что значит простереть руку, протянуть или положить? Это что значит вообще? На что мы кладем руку? На наше. На свое, конечно. Что значит он руку? Израиль мой. Ни фараона, ни Египта, ни их помыслов, ни того, что это царство, не царство, рабами они их считают, не рабами, презирают. Ну да, мы знаем, что презирают, не едят вместе, мы с вами читали. Это ваши проблемы. Это мой народ. Я простру руку и что сделаю? И? Да, то есть буквально вот туда, в середину, протяну руку и выведу. Второе слово, которое здесь, это вот того, середина, внутренность. То есть вот как-то вот так сделаю, да? Одно дело простру, а другой оттуда достану и выведу. Это, друзья мои, исполнение пророчества, которое Господь дает Израилю, мы с вами помним, перед тем, как он идет в Египет. Вы помните, я пойду с тобой, спущусь, вы помните, мы с вами говорили, и я тебя оттуда выведу, да? Спуск в Египет и выход из Египта, это как раз тот самый спуск в ад, о котором мы читаем уже в Новом Завете, и вызволение из ада кого? Человек. Конечно. Скажите, а вот левиты, которые участвовали, вот, когда вот Иисуса Христа, это вот были непосредственно родственники самого вот этого Моисея, да? Его потомки?
А первосвященники по мужской линии потомки Аарона. Аарон. Да, в Моисея потомки не были первосвященниками, а вот Аарона, да, потомки Аарона. Ну а кто распростер руки в конечном счете? Так, чтобы спасти всех. Да, не просто Христос избавляет в Ветхом Завете Израиль, но это прообраз всего лишь. И в конечном счете Он распростер руки для избавления кого? Всех. Всех людей. Это универсально. Вне зависимости от того, где эти люди находятся, при каких обстоятельствах, то есть кого? Нас. Речь идет о спасении нас. 6 стих. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так они и сделали. Когда Да, Моисей и да, Аарон да. говорили с Вот смотрите, что здесь. Вот здесь Веасо, да? Веас Моше, Веаарон, Киашер, Циу, да, что здесь? Атонай, Отам, Кен, Асу. Сделали Моисей и Аарон то, что сказал им. Еще раз подчеркивается, смотрите, они ничего не придумывают. Это не плод деятельности, ни ума, ни товарища, который здесь сидит, да? Это не это плод. Они делают то, что сказал им кто? Здесь имя Божье, истинно существующее. Чему это нас учит? Чтобы что-то получилось, чтобы что-то реально существовало, это на каком фундаменте все должно быть? Понимаете? Это не просто измышление ума, который сегодня там одно нам представляет, завтра другое, через полчаса третье. В основании фундамент находится, краеугольный камень. Кто для нас? Господь Иисус. Ну, конечно, конечно. Вот. А то мы до сих пор камень преткновения. По сей день камень преткновения. 7 стих, пожалуйста. Когда Моисей и Аарон говорили с фараоном, Моисею было 80 лет, а Аарону 83 года. Ну вот смотрите, нет, ну точно не Фидель Кастро, не Че Гевара, правда же? То есть это не то национальное, это не Ленин и Троцкий, которые революцию, да, достаточно такого. 80 и 83 года, это что за собрание ветеранов, скажете вы? Правда же? 80 и 83 года это явно не тот возраст, когда нужно начинать какие-то реформы. Тем более идти и заставлять фараона там, отпускать или еще что-то. 80 и 83. Мы что постоянно с вами наблюдаем? В человеческой немощи является сила Божия. То есть у нас позывы какие? У нас позывы постоянно сейчас сделаем, да? То есть у нас человеческое, мы хотим сделать то, о чем мы думаем. И мы думаем, что в этом будет нам счастье. Ну, правда же. Здесь, смотрите, им ничего не надо делать. Им нужно просто повторять, воспроизводить то, что говорит Господь. И у вас все будет получаться. Как это сделать? Одно условие. Вера. Одно условие. В общении с Богом только одно условие. Делать, там, стрелять, я не знаю, бегать, прыгать вам 83 года не понадобится. Опять-таки, смотрите, рождение у Авраама. Какой возраст был? У Авраама говорят, что Да, 100 лет было. столетнее, да? То есть возраст, смотрите, а вот вы опять задаете вопрос, вот кто вам сейчас подсказывает такого? 70, а еще в силах 80 лет, вы же у царя Давида читаете, что там у вас? Средняя продолжительность жизни до потопа была большой. До потопа, да, здесь вы меня... Нет, если вы сейчас геронтологов послушаете в наше время, они вам скажут одно, 30-20 лет, все, в 40 лет все умирали. Но если мы реально посмотрим на жизнь, ну, царь Давид 80 лет прожил, Платон 80 лет прожил. И Авраам, Исаак, Яков, они Гиппократ там тоже около 90, Гален 80 с
чем-то. Это То есть я что хочу вам сказать, что, ну, как бы, в отличие от того, что нам говорят, в нормальных, как бы, условиях, да, вот люди жили. Яков 140, Авраам 140. Ну да, вот здесь речь идет о том же самом. А теперь о чем идет речь? 80 и 83 года. Это не возраст революционеров. Но согласитесь, это не возраст реформаторов. Ну никак, ни с какой стороны. Немощь человеческая, вы видите? У Авраама 100 лет. Немощь человека. Почему? Да потому что не ты делаешь. Природа человека с этим никогда не согласится. Она найдет 1000 причин. Одна из них вот это. А люди жили по 500 лет, все нормально. Что там 80 лет выйдет? Нет, ну сколько прожил вот Моисей потом еще? Сколько? Моисей прожил 120 лет. Ну, 80 Да? лет. Но его современники, 80 лет он был призван, и, соответственно, 40 лет пустыни. Да, 40 лет Он на пустыни. служении только 80 лет был. Да. Ну так это о чем говорит? Это не говорит о том, что он был крепкий. Вы вспомните, как он от этого отказывался. Вы вспомните, мы же только на прошлой лекции говорили, я косноязычный, я такой, я сякой. О чем ты говоришь? Герман, здесь не только возраст. Да. Фараону идти рабу говорить, это понятное дело. Вот в чем смысл. Он не из-за здоровья говорит. 8-9 стих, пожалуйста. Господь сказал, обращаясь к Моисею и Аарону: когда фараон потребует от вас, покажите чудо, то вели Аарону бросить перед фараоном свой посох, и посох превратится в змею. Да, спасибо. Что потребует фараон? На этом мы с вами будем завершать. Симеон, знамение, знак, терас, чудо, дива. Это в греческом, в Септуагинте 2 разных слова. Да? Да. Мофет. Знамение, предзнаменование, чудо, указание, дива потребует от вас кто? Фараон. Ну вспомните, кто у нас требовал знамения в Новом Завете, когда встречался? И это Смотрите, камнем хлеб, с храма вниз. Да. Тут, ну посмотрите, почему? Почему? Потому что, Я уверена. да, почему? Да. Почему знак? Чтобы он к себе хотел перетянуть его. Ну это понятно, а почему знак? Убедиться, он или не он? Какое племя требует знака или чуда? Вспомните слова Да. Христа. Так нет, там говорит Иисус Христос, нет. Нет, как он... Совершенно верно. Говорит. Род прелюбодейный. Да. Да. А прелюбодейный не в том смысле, что он просто там Да. спит. А Прелюбодеями в еще Ветхом Завете назван Израиль, который служил другим богам. То есть род, который не имеет ничего общего с Богом. Вот о чем идет речь. А что значит знак? Внешнее действие. Внешнее. Вы поймите, главное оторвать от того, где все происходит. Мы всегда обращаем внимание на то, что блестит. Правда же? Хотя знаем, что не все то. Правда же? Нужно внешние действия. А Господь что говорит? Не будет им знамени, кроме знамени Ионы, пророка. То есть говорит о собственной смерти. То есть все знаки и чудеса, которые являет Христос, они не для того, чтобы чудесами привлечь к себе. Это не шоумены, друзья мои. Лазерные шоу, шикарная музыка, действие на все органы чувств. Это не путь Господа. Вы вспомните, о чем нас учат святые отцы? Самым большим чудом, что названо в святоотеческой литературе? Воскресение Иисуса Христа. Нет? Которое с человеком происходит. Изменение. Покаяние. Изменение, покаяние. Самым большим чудом святые отцы называют не хождение по водам. Они говорят, это пустое. Не исцеление людей, не полеты, никакие другие чудеса. Даже если вы 100 тонн воды в 100 тонн вина переделаете, это ничего не значит. Если нет метании, изменения ума, оно же не происходит вовне, оно происходит где? А вот дьявол, как достаточно опытный шоумен, он должен привлечь наше внимание к чему?
красоте. К внешнему. Вот поэтому этот мир, если вы обратите внимание, он всегда гонится за чем? За внешним, за чем-то выпуклым, за чем-то ярким, за чем-то броским. Это же профессиональные рекламодатели, друзья мои. А вот Господь, Он всегда говорит не о внешнем. Как нас учит Господь молиться? Встать на площади, воздеть руки, чтобы тысячи людей вокруг тебя видели, ах, какой ты молитвенник, правда же? Так же, да? Войди в свою комнату, закрой. А как Он учит нас поститься? Ходить с бледным лицом, правда же? Публично отшвыривать от себя тарелки с беконами и кричать, что ты великий постник. Так же нас учат молиться, правда же? Так никто не учит. Помажь главу свою елеем, то есть нанеси косметику, парфюм этого периода, да? И будь постящимся в тайне, чтобы Господь, видящий тайное, уже воздавал тебе. То есть у тебя почему тайна? Что значит тайна? Внутри, добродетель внутри, молитва внутри, пост внутри. Почему? Потому что изменения, друзья мои, это не сбросить лишний вес, и для этого постятся. И молятся не для того, чтобы летать, а для того, чтобы внутри произошли изменения, сердце изменилось, ум очистился. Вот все, о чем мы читаем в наших молитвенных правилах. Поэтому все эти действия должны происходить внутри. А фараон, он же у нас Бог с маленькой буквы, а прообраз дьявола, он потребует у тебя, Господь заранее предупреждает, знака, чуда внешнего. Что ему до вашего личного состояния? Что фараону до вашего духовно-нравственного состояния? И вообще, какого правителя, когда интересовало внутреннее духовно-нравственное состояние? Что, как искушают Христа? Власть, сила, хлеб, правда же? Ну что, экономика, политика, вот искушение. И вот в это человек погружается с головой и тонет. Тонет. Потому что рай на земле построить не может, и поэтому вся жизнь, вот она в этом тонет. А внутренние изменения, это то, что мы называем покаянием, метания, изменение ума, то есть нуса. Этим обозначается вся внутренняя природа. Иначе говоря, как говорит Священное Писание, внутренний человек. Он, во-первых, должен родиться в крещении, а во-вторых, потихоньку расти внутри нас. Не тот, который вот попробуй тронь, я тебе сейчас покажу, да, это там я-то не смиренный, да, вот не этот. Этот как раз должен уменьшиться. А внутренний человек, который наследует Царство Божие. Вот к чему мы все призваны. Скажите, а раскольником можно считать покаяние, что он покаянный или что? Ну вот теперь вы сами можете вынести, да, вы сами можете. Есть какие-нибудь вопросы? А можно вопрос? Вот Да, я читала пожалуйста. письма Николая II Да. своей жене, вот, ну, в частности, когда он терял детей, его жена, в частности, прежде чем родился их первый сын, у него было несколько потерь беременности, и все это он очень переживал. И он считал, что каждая потеря беременности, что это наказание как бы от Бога, ну, в смысле, вот это его роду. То есть он так переживал, я личные письма вот эти читала, так что, ну, а он понимал, что происходит, в то же время, может быть, он не мог что-то сделать, но не можем же мы сказать, что вот он весь такой был неправильный. То есть он Мы вообще не судим человека как такового, если говорить о человеке. Если говорить о Николае II, то вы знаете, что в 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала его как человека, претерпевшего кончину, да, достойно, как христианин. То есть, какого рода у него была жизнь? Ну, я думаю, что да, душевные муки и страдания, вы знаете, они зависят не от нас с вами, а эти муки и страдания, это и есть голос Божий. Я думаю, что Господь, который всех призывал к спасению, Он, конечно же, и эту семью вел к спасению. Ну да, вот там такая трагическая, да, вот судьба, но тем не менее, речь всегда идет о конце, а не о том, что человек, да, претерпевает. Ну, скорее всего, как я думаю, да. Ну, я имею в виду, что вот действительно есть люди, которые имеют и чувства, и могут не совладать с этим, то есть они не являются такими вот
Не то, что могут, это мы и есть. Вы просто человека так и описываете. А апостол Павел себя так и описывал. То доброго, чего хочу, не делаю, то злого, чего не хочу, творю. Это вот и есть сила человеческой природы. Помолимся. Достойно есть этого истины, блажи Дитя Богородицу, пресноблаженную, непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, представившую без сравнения Серафим, безыследный Бога, Слово родившего, сущую Богородицу, Тебя величаю. Спасибо. Похлопали. Спасибо.